Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника штаба ОМОН Ахмат-1, Управление Росгвардии по Чеченской Республике, лейтенант полиции Рустам Эльмурзаев. Маршал Рустам. Алейкум ассаляму раматуллах, маршал Хилалана. И сразу переходя к нашему разговору. Рустам, расскажите, вот как вы пришли на службу в ОМОН? И почему выбрали именно это подразделение Ахмат-1? Прошу. Службу в ОМОН Ахмат-1 начал с момента его создания. Подразделение у нас молодое, сформировано в октябре месяца 22 года. А так определился я подразделением и в целом профессией еще юношеские годы, так как старший брат тоже служил в органах внутренних дел. В 2003 году погиб при исполнении служебного долга. И после окончания университета служебную деятельность я начал еще в полку полиции по охране нефтегазовых комплексов, в котором ранее служил мой брат. Ну и так в целом продолжаю семейную традицию служения народу, республике и государству. По-военному. Четко, коротко, доходчиво. Что самое лучшее в вашей службе? Тогда такой вопрос задам. Ради чего стоит прийти в ОМОН? Ну, что самое лучшее, это уже название подразделения говорит само за себя. То есть ОМОН, СОБР, это авангард, скажем так, среди подразделений полиции. Зачем можно как бы в ОМОН Ахмат, в целом вообще отряды, это для, скажем так, ради сплоченного дружного коллектива, боевого братства и для поднятия своего престижа. И для выполнения своего долга. Само собой, да, так точно. Для выполнения служебно-боевой задачи. Да. И тут у меня вот такой вопрос будет, связанный со специальной военной операцией, Рустам. Какие задачи выполняет личный состав ОМОНа Ахмат-1 в зоне СВО? Насколько я знаю, вы недавно вернулись из очередной командировки. Вот какие обязанности возлагаются на ваше подразделение там, на фронте СВО? Основными задачами ОМОН Ахмат-1 являются пресечение массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка, усиление подразделений войск Национальной гвардии, федеральных органов исполнительной власти, федерального органа государственной власти при проведении ими специальных оперативно-профилактических мероприятий, оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении ими для пресечения деятельности административных правонарушений и преступлений, а также участвуем в пределах компетенции в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного положения. Содерживаем готовности силы и средства на случай к действиям при осложнении оперативной обстановки. И, соответственно, эти же задачи выполняются в зоне СВО, потому что этот тоже регион Российской Федерации, где действует Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации. И для обеспечения режима военного положения отряд выставляет контрольно-пропускные пункты, в которых контролируется въезд и выезд с населенных пунктов, и пресечение, выявление и пресечение деятельности диверсионно-разведывательных групп. Для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка выставляем маневренные группы и обеспечиваем охрану и оборону важных государственных объектов. Много работы. Справляемся? Точно. Объем есть, конечно, справляемся и довольно на высоком уровне. Вот это самое главное, приятно слышать. А можете сказать, где располагается или располагался ваш участок ответственности там, в зоне СВО? Если не секрет. В данной командировке, в целом, в данный момент мы задействованы в Запорожском направлении. Сложна там обстановка на сегодняшний день? Обстановка, конечно... Или контролируемая? Обстановка остается сложной под воздействием ствольной артиллерии, FPV-дронами и БПЛА противника. Конечно, обстановка сложная, но поставленные служебно-боевые задачи выполняются в полном объеме. Сколько у вас было командировок? Или это была первая командировка? И сколько командировок было на сегодняшний день у отряда? У меня лично за плечами 4 командировки. У отряда с момента сформирования по счету 9-я командировка.
9-я командировка. Так У точно. отряда у вас 4-я командировка. Так точно. А самую первую командировку помните? Конечно, первую командировку тоже помню. Тогда я служил в полку полиции по охране нефтегазовых комплексов. В тот момент мы были задействованы в Луганском направлении. Это Луганском. самое начало. Так точно. Это начало специальной военной операции. Месяц, это с мая месяца было. И вот на ваш взгляд, как военного человека, как военного профессионала, чем отличается ваша первая командировка в зону СВО от последней? Есть какая-то разница? Конечно, разница есть. Это и в плане морально-психологического состояния личного состава, потому что еще в начале мы были приданы оперативное подчинение вооруженным силам Российской Федерации, и, соответственно, когда первые командировки еще начались, вот с начала момента, не было вот как сейчас слаженной, скажем так, между подразделениями взаимодействия, отсутствовала координация действий, и связи тоже не было. Поэтому эти моменты... Сейчас были. лучше. Конечно, в данный момент мы уже как боевая единица в отряде уже исполняем свой служебно-боевой долг, взаимодействуем с подразделениями и находимся оперативно как бы приданы группировке Юг. А что вы можете сказать о противнике? Какой он на сегодняшний день? Такой же, как был в первые дни военно-специальной операции или... Нет, конечно, противник уже слабеет, само собой, потому что под натиском наших вооруженных сил, это видно, мы захватываем определенные территории, да, где-то есть моменты, где противник наступает, это война, военные действия, это есть, будет, но тем не менее, я думаю, как, скажем, о морально-психологическом состоянии все равно противник подавлен, ну и несет потери. Как готовят сотрудников ОМОН к выполнению задач там, в зоне СВО? Чем они отличаются, ваши тренировки, от тренировок обычно войсковых подразделений и сотрудников полиции? Есть ли какая-то тут разница? Есть, конечно, разница, на мой взгляд, кардинальная. Это объем физической нагрузки, огневой нагрузки. Подготовкой личного состава занимаются непосредственно командиры структурных подразделений, а также в ОМОН Ахмат-1 есть отдел профессиональной, служебной, физической и огневой подготовки, в которой есть 3 отделения. Это профессиональная подготовка, физическая и огневая. И каждая по своему направлению деятельности инструктора уже работают, как бы проводят занятия с личным составом. Это и физическая подготовка, профессиональная подготовка, а в плане огневой подготовки это уже с полевым выходом, с отрабатыванием навыков ведения тактики общевойскового боя, а также весь личный состав уже, можно сказать, полностью прошел обучение в Российском университете спецназа. А вот насколько актуальны знания и навыки, полученные в ходе подготовки, и как они помогают в решении боевых задач на передовой? Конечно, актуальность есть, потому что подготовленный личный состав влияет на итог выполнения служебно-боевой задачи. Это не только физическая подготовка, профессиональная, тут надо понимать морально-психологическое состояние личного состава, высокий уровень психологического состояния личного состава умножает боевые возможности подразделений и, соответственно, дает определенное и качественное превосходство над противником. То есть учения нужны, подготовка нужна. Так точно, само собой, конечно. Это все наши бойцы понимают? Все наши бойцы понимают? Конечно, они упорно трудятся, подготавливаются, и уже навыки уже полученные, они, само собой, при выполнении служебной боевой задачи, они, как бы, ребята вот на своих, при выполнении служебно-боевых задач уже подготовленные, знают, как действовать и в каких ситуациях. Скажи, Рустам, вот самые важные вещи в зоне боевых действий, это какие? Что самое сложное на фронте СВО? С чем вам приходится там сталкиваться в первую очередь? Важные вещи – это в первую очередь сохранение личного состава и выполнение поставленной служебно-боевой задачи.
Не только нашему подразделению, да и всем подразделениям сложно это у нас в зоне СВО связано с потерями боевых товарищей. Вот это сложности. Понимаю, понимаю. Не буду дальше развивать данный вопрос. А как личный состав справляется с психологической нагрузкой, возникающей от длительного нахождения в зоне боевых действий? Согласитесь, это не очень легко все время находиться в зоне боевых действий, в окопе, траншее, на блокпосту, в полном вооружении. Есть ли свободные минуты для отдыха? Конечно, это сложно, но тут надо понимать, подразделение у нас молодое, но личный состав, основной костяк перешел с полка полиции по охране нефтегазовых комплексов. И за плечами личного состава имеется боевой опыт, еще при участии в контртеррористических операциях. И уже за плечами наших ребят, соответственно, уже несколько командировок. Как мы знаем, человеку свойственно привыкать ко всему. Я, как уже ранее говорил, сложности были еще в начале, когда отсутствовала координация действий, взаимодействие между подразделениями. А сейчас все четко в плане психологического состояния, проблемы не наблюдаются. Морально-боевой дух личного состава ОМОН «Ахмат-1» на высоком уровне. Эти вопросы проблем В этом нет никаких проблем. никак нет. И тогда такой вопрос. Вот интересно с вами разговаривать. Какие специальности сейчас наиболее востребованы там, в зоне СВО? Нужны ли повара, инженеры, механики? Конечно, в любых родах войск предусмотрена подготовка пищи, и, соответственно, личный состав надо обеспечить питанием. И, по-любому, это неотъемлемая часть войсковых подразделений, повара не нужны. Насчет инженеров, это тоже неотъемлемая часть тоже подразделений. У нас в ОМОН «Ахмат-1» есть инженерно-технический отдел. На этих специалистов возлагаются такие обязанности, как вот при оборонительных действиях они оборудуют там минозрывные заграждения, противотанковые заграждения, а также оборудуют взводно-опорные пункты. Это их прямые обязанности, и они справляются четко. Все профессии важны. Так Все точно, специальности так нужны. точно. Так точно. Конечно, взрывотехники, кинологи – это узкие направления, они у нас есть, и они необходимы, конечно. Смотрите, Рустам, вот хочу у вас спросить. Поддержка земляков. Вот чувствуется ли поддержка земляков там, в зоне СВО? И насколько она важна? Конечно, поддержка родных земляков, она чувствуется. Знаем, что за нас переживают, да и не только родные, и наш уважаемый глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович. Знаем, что проводят религиозные мероприятия, читают маулиды в пятничную молитву, делаются дуа. Это чувствуется, и это необходимо, потому что враг у нас полагается на себя, а мы полагаемся на Всевышнего. Хорошо сказано. Расскажите о самом сложном событии за время службы в отряде там, в зоне СВО, за время вашей командировки. Сложные события, как ранее я уже говорил. Вот что вам запомнилось самое такое? Они связаны с потерями боевых товарищей, друзей. На нашу долю, то есть отряда, выпал тоже момент. Это у всех есть в подразделениях потери. В 2022 году в Херсонском направлении в результате ракетного удара хаймарсами мы потеряли боевых товарищей, друзей, были раненые, среди них, соответственно, знакомые, друзья, они есть. Вот сложные моменты, это такие связанные, которые с боевыми потерями. Потом приходится сообщать родным. И сложные моменты, они всегда у, так сказать, войсковых и подразделениях полиции связаны с потерями личного состава, на мой взгляд. Я вас понимаю, но это военное действие. Так точно, да, без потерь не бывает. Тут ничего не поделаешь. Но, как вы сказали, дух у наших ребят
Так точно, на высоком уровне. Приятно это знать и приятно это слышать. Скоро зима. Сегодня осень у нас на дворе. Как лично состав отряда подготовлен к зиме? Все ли предусмотрено? Одежда, жилье там на передовой. Где жить, как жить, и бытовые условия. Подготовка к зимнему периоду завершен. Вооружение, военная и специальная техника переведены в режим зимней эксплуатации. Места несения службы оборудованы отопительными средствами. Личный состав обеспечен экипировкой и зимней форменной одеждой. У нас как бы снабжением и проблем как такого нету. Из федерального бюджета получаем. И, конечно, постоянно с самого начала и данный момент нам в этом, не только нашему подразделению, да и всем подразделениям республики, нас обеспечивает фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова в лице Аймани Несиевны и уважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича. Это и получаем, скажем так, начиная с техники, заканчивая медикаментов. В каждой командировке получаем гуманитарку в виде продуктов питания, форменной одежды, всестороннее То есть в обеспечение. вооружении, в предметах быта, ни в чем не нуждаемся. Все есть. Никаких проблем в этом плане нет. А то, что нету, скажем, подвезут. Можно так сказать? Этот вопрос наш уважаемый глава Чеченской Республики, знаем, что у него на особом контроле, связанные с ребятами с нашей республики. И даже вот первые дни проблемы с обеспечением, питанием у личного состава не было. То есть все оно, это первые моменты, когда еще федеральное обеспечение там не было предусмотрено, но региональный фонд всеми обеспечил. И последний вопрос. Как попасть на службу в ОМОН? Кого вы ждете в своих рядах? В первую очередь. Попасть на службу в ОМОН, кандидаты, конечно, они должны быть подготовлены физически. Физическая подготовка, она тоже важна, потому что проходит аттестация, сдают зачеты по физической подготовке, огневой. Ну, тут и надо понимать, они должны проходить тестирование, в том числе у психологов обязательного порядка. Но мы, как руководители подразделений, смотрим на потенциал кандидатов, на их желание служить. А так, чтобы попасть в отряд, это минимум среднее образование и отсутствие судимости. Мы вас услышали. Спасибо. Благодарю. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника штаба ОМОН Ахмат-1, управления Росгвардии по Чеченской Республике, лейтенант полиции Рустам Эльмурзаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.